Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, чем обернулось желание водителей из Азербайджана покатать своих друзей по ночному городу. Ну, если человек свое признание признает, разве это преступление? Следствие возбудило новое дело в отношении Рашида Хачатряна. Вором в законе являетесь? Не знаю, что вы говорите, что за закон. Я всю жизнь живу в беззаконии. Так называемому вору в законе грозит пожизненное лишение свободы. В Казани будут судить 48-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве, совершенном еще 9 лет назад. Вот здесь лица произвели выстрелы по автомашине. Непосредственно мой подзащитный находился в другом конце двора. Какие аргументы приводят адвокаты в его защиту? Об этом и не только. Прямо сейчас. Решил прокатить своих друзей по ночному городу, будучи нетрезвым, и вскоре за это поплатился. Нетрезвого водителя «Лады» 14-й модели задержали автоинспекторы на улице Волгоградская. Что обо всем этом думает автомобилист и его группа поддержки, узнала Нафиса Минязова. Остановили нас, мы вышли, водитель признался, что мы, пьяны, выпьемши, да. То, что всей компании они пили и немало, пассажир «Лады» отрицать не стал. Говорит, отмечали день рождения мамы водителя и затем отправились кататься по городу. Водитель был сильно нетрезвый, но это никого не смутило. Вскоре автомобиль для проверки документов остановили сотрудники ДПС. Ну, если человек свое признание признает, разве это преступление? К счастью, нетрезвый водитель не успел совершить столкновение. Если пассажиры вели себя вполне адекватно, то вот поведение водителя вызвало вопросы. Давай подайте сюда! У меня Он откуда мы? Сейчас мужчине, приехавшему в Казань из Азербайджана, грозит лишение водительских прав. Законно за руль он еще не сядет от 1,5 до 2 лет. Также ему придется оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль нарушителя поместили на штрафстоянку. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Спорткар «Крайслер» сгорел этой ночью на перекрестке улиц Ершовой и Авжалилова в Казани. Как рассказали очевидцы, машина загорелась после того, как водитель остановился перед светофором в ожидании разрешающего сигнала. Из-под капота повалил дым. Водители и очевидцы попытались самостоятельно справиться с огнем, но тщетно. С пламенем удалось справиться пожарным. Причину возгорания выяснят дознаватели. Не исключено, что пожар произошел из-за неисправности в проводке. Пожизненное лишение свободы грозит так называемому вору в законе Рашиду Хачатряну. Впервые в истории республики следователи возбудили дело по части 4 статьи «Организация преступного сообщества». Чем занимались его подчиненные и что он говорил оперативникам о своем статусе, вспомнил Сергей Хайдаров. Кто уехал на БМВ от вас? Не знаю. Я вообще только вышел. Эти кадры сняли оперативники в августе прошлого года после задержания Рашида Хачатряна, известного в криминальных кругах как Рашид Джамбульский. Помимо него полицейские задержали 41-летнего многократно судимого заместителя руководителя чистопольской фирмы и 34-летнего трижды судимого мастера строительных работ. Как полагают стражи порядка, оба руководили 2 организованными группировками в Чистополе. Первая группа занималась вымогательством денег у местных бизнесменов под угрозой расправы, а вторая специализировалась на аферах с недвижимостью, составляли фиктивные документы и подделывали подписи, совершая мошенничество в отношении наследников квартир. Большая часть денежных средств, добытых преступным путем, аккумулировалась у одного из чистопольских авторитетов, который в дальнейшем отвозил их в Оренбург, так называемому вору в законе. В ходе обыска по месту его проживания в Оренбургской области изъяты вещи и предметы, послужившие доказательством его статуса. Всего оперативники задержали 12 человек. В тот момент, в зависимости от роли каждого, они обвинялись по статьям вымогательства, мошенничества и незаконный оборот огнестрельного оружия. В отношении же так называемого вора в законе возбудили дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Сам он отрицал причастность к вменяемому преступлению. Вором в законе являетесь? Не знаю, что вы говорите, что за закон. Я всю жизнь живу в беззаконии. Теперь следователи возбудили в отношении 9 подозреваемых уголовное дело по статье «Участие в преступном сообществе». Еще 2 вменили создание преступного сообщества. А вот Рашиду Хачатряну впервые в истории республики вменили часть 4 по той же статье. Это создание преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Сергей Хайдаров, Айрат Назипов, Вызов 112.
В Мамадышском районе полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном рыболовстве. По данным МВД, находясь на правом берегу реки Амарка, мужчина выловил 23 стерляди, 3 карася и 1 леща. Причем сделал это без соответствующего разрешения и запрещенным способом. Он ловил их с моторной лодки при помощи рыболовной снасти. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». В Казани будут судить 48-летнего Алексея Назарова, обвиняемого в причастности убийства несовершеннолетнего подростка. 9 лет назад молодой человек стал случайной жертвой разборок 2 группировок на проспекте Победы. Впрочем, адвокаты подсудимого опровергают все обвинения и заявляют, что их подзащитный не имеет отношения к преступлению. Некоторые свидетели же, которых опрашивали еще в 2011 году, готовы поменять свои показания. Обо всем по порядку. Айрат Назипов. История этого уголовного дела тянется еще с 2011 года, с конфликта между 2 группировками – Первомайские и Седьмовские. Последний, как полагает следствие, устроил засаду на своих конкурентов. Все произошло в ночь с 3 на 4 июня во дворе одного из домов по проспекту Победы. 5 членов группировки Седьмовские, в том числе обвиняемые, вооруженные охотничьими ружьями и иным оружием, рассредоточились по периметру домов. В какой-то момент во двор заехал автомобиль, который участники группировки начали расстреливать из огнестрельного оружия. В нападении участвовали и другие неустановленные лица. Злоумышленники считали, что в машине находились их конкуренты. Однако в действительности автомобилем управлял 18-летний парень, который вместе с 3 несовершеннолетними пассажирами не имел отношения к криминалу. Водителю удалось выехать из-под обстрела, но 2 пассажиров получили ранения, один из которых спустя несколько часов скончался в больнице. В дальнейшем 3 участников нападения были задержаны и осуждены к различным срокам лишения свободы. Обвиняемому, а также лидеру группировки удалось скрыться. При этом последний в настоящее время объявлен федеральный розыск. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий осенью прошлого года обвиняемый был задержан. При этом причастность к совершению преступления он не признал. Обвиняемым по статье убийства, покушение на убийство и повреждение чужого имущества оказался 48-летний Алексей Назаров. Задержание мужчины в октябре прошлого года повергло в шок его супругу. Женщина отмечает, они с мужем не знали, что он находится в розыске, и за 8 лет даже не думали, что его подозревают в преступлении. Проживал он дома, нигде не скрывался. С обыском к нам никогда не приходили. Жили мы обычной жизнью, спокойно передвигались по республике, ездили на дачу, ходили в гости к друзьям, знакомым. Адвокаты Назарова отмечают, в ту роковую ночь их подзащитный находился во дворе, где все произошло, но к преступлению он не причастен. Вот здесь лица произвели выстрелы по автомашине. Непосредственно мой подзащитный находился в другом конце двора. И не просто он там как-то один находился, а находился с лицами, которые указывают на то, что он находился с ними. По мнению защиты Назарова, обвинение в частности полагается на показания свидетелей, которые некоторые из них дали в ныне расформированном отделе полиции дальней еще 9 лет назад. Однако сейчас 5 свидетелей готовы поменять свои показания. Те предыдущие, как они говорят, ложные показания, они давали, исходя из того, что это требовали от них сотрудники полиции, не просто требовали, а путем угроз и применения физического насилия, применения пыток, током, избиений. В настоящий момент говорят, что мы этого не видели и видеть не могли, потому что находились в совершенно другом месте. Назаров и свидетели готовы подтвердить свои показания и на детекторе лжи. Также защитники подсудимого отмечают, перед ними стоит задача установить того, кто, по их мнению, совершил преступление. В ходе предварительного расследования, а также по окончании предварительного следствия, Назаров заявлял неоднократно, что желает, чтобы данное дело максимально объективно рассмотрелось с участием суда присяжных заседателей. Дело будет рассматриваться в Верховном суде республики. Дата рассмотрения еще не назначена. Айрат Назипов, Нафиса Минязова, Наиля Абдуллин, Константин Буршуев, вызов 112. 21-летний молодой человек погиб в результате падения с высоты. По предварительным данным, парень выпал с 8-го этажа одного из домов по улице Лушникова. Что стало причиной трагедии, предстоит установить следователям. В Набережных Челнах удалось избежать подобной трагедии благодаря участковому Ильдару Валиеву. Капитан полиции спас мужчину, который, стоя на карнизе 4-го этажа, намеревался совершить опрометчивый поступок. Полицейский поговорил с нетрезвым челнинцем и вместе с сотрудником МЧС втащил его обратно в квартиру. Свое поведение спасенный мужчина внятно объяснить не смог и от медицинской помощи отказался.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.